Мы были очень удивлены и рады, то, что поддерживали нас, столько людей пришли. И огромное спасибо им за это. 17 октября. Женская сборная Кыргызстана до 17 лет обыграла Узбекистан со счетом 2-1. Трибуны ликуют. Девочки смогли. Есть шанс пробиться на Кубок Азии. Впервые в истории Кыргызстана. Если бы совсем чуть-чуть. И у нас была такая мотивация, то, что мы должны выиграть. Мы у себя играем, должны их порвать. Вот. Ну, конечно, мандраж был, но мы справились с этим мандражом и вышли, сыграли. Девочки сборной Ю-17 собраны со всех регионов Кыргызстана. Вместе они тренируются почти год. Часть девочек живет прямо здесь в академии. Они вместе тренируются, кушают и ездят на учебу. Благодаря этому сборной всего за год удалось добиться таких результатов. Девочки, для них это первый серьезный такой турнир был на квалификации Кубку Азии. Я думаю, они немножко неопытные еще, потому что девочки Ю-17, 16-летние, самые старшие, то есть 15 лет, 14 лет есть, то есть для них это как стресс. Я думаю, для них это очень большой опыт был, сыграть такой турнир при таких болельщиках, при вообще всем, как организация, как и все. Я думаю, в следующем году, у нас каждый год отбор Ю-17, я думаю, в следующем году мы добьемся результата нашего. Да, очень обидно было, конечно. Ну вот, мы же пошли на матч, и сначала узбеки забили 1-0 в первом тайме, и они ввели, и мы очень рады были, так как если бы счет был 1-0, то мы бы прошли. Мы были очень рады. И потом на втором тайме Индия как-то так забила, и мы сразу все расстроились, все уже, некоторые плакали. Вот, обидно было очень. План на следующий год. У Ю-17, то есть 2010-х годов будет Кубок Азии. Они будут готовиться и будут рвать там точно. И точно попадем в Кубок Азии. Сейчас девочки готовятся к международному турниру в Ташкенте. Хотите поддержать наших девочек в футболе? Ходите на матчи женской сборной Кыргызстана. Они почти всегда бесплатны. Девочкам нужна ваша поддержка.